Янаульский район Республики Башкортостан. Его центр, город Янаул, связывает регион с Пермским краем и Республикой Удмуртия. Благодаря развитию в Башкортостане нефтегазодобывающей промышленности рабочий поселок Янаул превратился в крупный центр на севере республики. Градообразующие предприятия закрепили за Янаулом название города нефтяников. В 2020 году в Янауле завершили второй этап реконструкции Дворца молодежи, который стартовала в 2018 году. Назвали его, конечно же, «Нефтяник». Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Но здесь за 2 года 100 миллионов освоили на ремонт. Здание было ветхое, 15×30 тоже спортзал есть хороший, на мини-футбол годен, площадь позволяет. И кинотеатр по фонду кино, то, что запустили. В конце 2018 года кинотеатр запустили. 6-3, масочку. Спасибо. Здравствуйте. Амхат. Сюда, здесь у нас кинотеатр, как раз он был открыт в конце 26 декабря 18 Это, наверное, года. вот, собственно, ваш главный кинотеатр, да? Да, у нас кинотеатр «Дружба» перестал существовать в 2006 году. И с тех пор в городе не было ни одного кинотеатра. Здорово, что Один запустили. Жители очень ждали это открытие, вот наконец-то дождались. 4 миллиона 800 тысяч было. Фонда кино, такой замечательный, Отлично. современный кинозал Да. у нас получили наши зрители. Современный звук, качество прямо. Все в восторге, наконец-то мы дождались, пандемия закончилась, мы сегодня запускаем. Сегодня уже, наверное, да, надо запускать. Ну, там, наверное, пока будете через кресло, да? Мы вот сделали такие для себя, 1,5 метра. Все полностью обрабатываются руки, термометрия проводится. Посетители заходят только в масках. Билеты купили уже, нет? У нас они по приходу. По приходу, Да, то есть да, вот да. как. Ага. А здесь буфет какой-то есть или? Мы планируем Планируете, запустить да? его, Конечно. да, планируем. Мы уже помещение же отремонтировали. Да, помещение даже готово. Займите свои места. Ага. То есть удобство кресел. Попробуй. Ну, еще так замочь. Да. Наши зрители. Ну, отличный московский кинотеатр. Сам еще ни разу не смотрел. Приходилось ли вам бывать в ауле Беркутном? Нет? Как же это вы можете жить, не повидав один из самых красивых аулов на свете? Трудно вам, конечно. А ведь есть люди, которые не только повидали этот аул, но и родились в нем. Вот это настоящие счастливцы. А вам известно про озеро с волшебными рыбами? А? Тогда слушай. Сохранили сцену здесь, потому что здесь у нас находится Дом пионеров. Да, они репетируют. Да, вперед. В здании Дворца молодежи находится Дом пионеров и Дворец молодежи. Таким образом, получается, что все наши кабинеты, они полностью с утра до вечера полностью функционируют. Если с утра до вечера у нас занимаются дети школьного возраста, то вечером после работы у нас рабочая молодежь задействована. Сейчас мы с вами пройдем на 2-й этаж, там у нас есть кабинеты. Здесь как раз конференц-зал у нас и плюс... Волонтеры? Да. Подходите, пожалуйста, посмотрите вот наш конференц-зал. Ух ты! С конца марта, с 27 марта здесь у нас располагается волонтерский штаб, наша забота по оказанию помощи пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по доставке продуктов, лекарственных средств, необходимых продовольственных товаров. И вот с начала периода пандемии нашими волонтерами доставлено более 600 продуктовых наборов, и в том числе 3 акции мы отработали. Здорово. Да, наши заботы мы вместе, и вам родные. Все партийные проекты «Единой России» тоже поддерживают. Да? Сами члены «Единой России». Дальше Здесь у нас танцев. хореографический кабинет. Здесь у нас тоже с утра до вечера проводятся Здравствуйте. занятия. Руководитель хореографического кабинета сама представит. Здравствуйте, меня зовут Альбина Ульфатовна, я являюсь тренером танцевальной студии «Бэкфан». В нашей студии занимаются дети от 3 лет и дальше уже молодежь от 18 до 45 лет.
Занимаемся мы в утреннее время, дневное время. Молодежь у нас занимается в вечернее время, детские сады. Наш спорт направлен на чип-спорт и фитнес-аэробику. А ходят люди вообще? Да, у нас около Сколько у вас? 120 человек. 3 тренера, 120. Не только молодежь, да? Не только молодежь, да, дети. И мамочки. Дети им Приводят малышей, даже вот дошкольники, да, приводят своих детей, видят, как они занимаются, и сами просят, чтобы организовали и для мамочек тоже, и потом они организуются прямо сами. Давайте вот нас 10-15 человек, и для них начинаем, уже запускаем новые группы. Очень эффективные. Ну, соскучились, наверное, да? Очень. Потому очень, что да. давайте... Ну, так поберегитесь немножко, вот, чтобы нам потом опять не сворачиваться. Следующий кабинет у нас здесь располагаются волонтеры Победы, которые занимаются Здравствуйте. уходом за памятными местами. В данный момент они ведут поисковую деятельность. Чуть-чуть сами расскажут. Нафиса Алхатовна как раз является руководителем волонтеров Победы. И также здесь у нас располагается ИЗО-студия, в котором работает Алина Ивановна. Она также по всем возрастам ведет работу в ИЗО-студии. Буквально в 2 словах, Нафиса Алхатовна. Самых активных и неравнодушных людей мы всегда приглашаем в наше движение. Мы оказываем адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, затем ухаживаем за памятниками, вот у нас 75 памятников, да, и еще мы... Последняя поисковая деятельность наша. Да. есть или поисковая? Нет, мы у себя, на наших себя. кладбищах, мы начали, вот так, начали выяснять, мы да? начали выявлять. Очень много неухоженных Вот, и ветеранов. здорово, очень да, много вот как раз вот неухоженных. эта вот тема, да, у нас поднялась, благодаря и Единой России тоже. И мы начали вот эту поисковую деятельность, где у нас наши волонтеры Победы находят такие памятники, мы их фиксируем и в дальнейшем закрепляем, получается, за ними. оцифровку ведут и дальше закрепляют. А детишки ходят, нет? Закрепляем. Ну вот я сейчас... Есть? От 7 и до 14. Ну, есть желающие? Есть. Да. То есть, наверное, много, да? Вот данная работа, они не закончены, конечно, но это рисовали мои дети, и они прям с удовольствием ходят. Соскучились по детям? Ну все, давайте начинаем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. У нас появилась теперь социально-психологическая служба тоже. Если раньше находились условий таких не было, то сейчас у нас Здравствуйте. 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 Наш обновленный кабинет социально-психологической службы. Меня зовут Рушиня Викторовна, я педагог-психолог. Ну, вы не врач, да? Это вы педагог, получается, да? Психолог. А вот в вашей практике были, что звонят люди, которые вот уже хотят совершить самоубийство? В нашем кабинете есть телефон дневного консультирования. Есть, да? Обращаются? Дневного консультирования, да, и обращаются, да. И у нас есть как бы памятки, буклеты с единым телефоном доверия. Вообще это работает. Это вот точно работает. Мы изучали такой опыт был в Кигинском районе. Там они создали вот такой кабинет, и там в 6 раз вот упала очень нужная ваша служба. Очень нужная. Экстренная психологическая помощь, конечно. Иногда вот бывает от последнего шага человека остановить, вот как раз нужны грамотные какие-то такие консультации. Молодые семьи консультируют здесь. С отделением ЗАГС, да, взаимодействуем с семьями, которые подали заявление на развод, а также на брак. И, Вы статистику ведите? Сколько вы сохранили семей? Тоже ведите? По четвергам мы собираем, у нас гуляет тут красивый парк, двор, видите, молодые пары, там семьи, приглашаем их непосредственно сами подходим. Потому что не каждый решится зайти. Это правда, это правда. А вот, это, наверное, не ваша специализация. Еще мы вот переживаем, мы создаем сейчас службу, пытаемся, некоммерческие организации какие-то нам помогли, специализированные, чтобы женщина, которая решилась на аборт, все-таки, поговорила сперва. Иногда, потому что это помогает иногда, таких, там иногда бывает, все навалится, и женщина бедная идет. Очень сильно помогает. Чисто участие человека. Да, что... В тот кризисный момент, когда он испытывает... Именно в кризисный момент, да. Спад, упадок, отчаяние, и просто чисто даже физическое рядом присутствие. А телефон у вас дневной, да? Вообще в идеале, чтобы... это понятно, это в идеале. Я говорю, что это круглосуточный мог быть телефон, но это в идеале. Ради Фаридович, мы в 2014 году претерпели 2 ЧС большие. Со взрывом, с гибелью людей, баллон взрывался. Затем ураган пронесся, когда 400 с лишним домохозяйств было задето. И вот они
психологи наши помогли. До 7-8 человек работали. В первые дни они вообще круглосуточно работали с людьми. Спасибо. 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 До свидания. Всего доброго. Здесь и подростковый клуб, и плюс еще находится Дом пионеров у нас здесь же, в этом здании. Ну, такой центр у вас и культуры, и досуга. Ну, здесь больше с молодежью занимаются, с подростками, и уже акцент берут на работу с рабочей молодежью, чтобы именно был интерес оставаться на малой родине, работу подыскивать по душе, чтобы возможность была, по крайней мере, убавить убыль населения. У нас по демографии не так уж хорошо. Когда уже общественные спортзалы в виде ФОК здесь вот появились, у нас реально за них спор идет, вот когда... Конечно, да. Там, у вас же бассейн есть, да? Вот здесь бассейн рядом. Бассейн есть, да. Просто. 2 зала бассейна. Но ледового дворца у вас нету, да? Вот пока нет. Но мы хоккей не смогли развить на должном уровне. Пытался я с 9-го года. Тренера не можем найти. Мы так потихонечку сейчас в чувство придем от тяжелых этих всех коронавирусных дел и сядем, поговорим вот на эту часть. Вот на эту часть. Вот, ну, понятно, тут Нефтекамск, казалось бы, особо недалеко, но все-таки... У нас 3 стандартные коробки есть. Город у вас хороший, посмотрим. 3 стандартные но бассейн коробки. Есть, все у нас бассейн 3 дорожки по 25 метров и детская чаша. Здесь мы тоже в 2012 году капитальный ремонт там провели. Бассейн, он шикарный. В этом году с сентября мы запускаем новый проект, Да. «Научись плавать» называется. Мы 100% да. Детей охват плаванием. проучить. Да. За счет местного бюджета нашли, За счет изыскали. местного Молодцы. бюджета, Не так много благодарность вот у нас, нужно. Да. Молодцы. 6 Вот, уроков я достаточно, говорю, говорят. мы жизни Чтобы спасаем этим научиться, самым. чтобы Это моя мечта была. Да. Моя мечта, чтобы в каждом городе, районе мы детей научили плавать. Не у всех отцы есть, к сожалению. Не у всех отцы занимаются этим, а детей отец должен научиться плавать. Провели анкетирование, выявили количество детей, которые не умеют плавать. Общее количество больше 63%. 63% у нас ровно вышло даже. Это 100% охват у нас будет. Да. Это вот учитель должен хороший, методист, тренер, который... Это несколько занятий, и ребенок поплывет. 6 занятий, говорят, хватает. 6 занятий, да. Чтоб на воде держаться. Но плюс еще мы преследуем цель ради Фарис. Мы-то по-другому учились. Мы-то по-другому. Да, с одного раза брат говорил, ныряй туда. Я говорю, там же глубоко. Не глубоко, ныряй. Я ушел, и все, и выплыл. Все. Не выплывешь. А я на течению научился. Ну ладно. До свидания. Всего доброго. До свидания. Да. Спасибо. До встречи. В рамках проекта «Северные ворота Башкортостана» в Янауле благоустраивают историческую часть. Вместе с ней центральную площадь. Ради Хабиров едет туда. Здравствуйте. 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 Давайте хвастайтесь. Ирина Ринатовна, главный Мы сейчас архитектор. находимся на площадке, которую называем Елочной площадью. Она является частью проекта, который вошел в топ-5 проектов, выигравших конкурс. Значит, что из себя представляет наш проект? Это система общественных пространств, которая соединяется в общую цепь от вокзальной площади вдоль торговых улиц, торговых рядов и к Елочной площади нашей. Сейчас мы находимся здесь. А вот я прошу прощения, вокзальная площадь, она где вот? Она вот в эту сторону. в том направлении. Туда идет, да. Проект, так скажем, это всенародный, потому что и название этому проекту придумали те же самые жители, которые обсуждали. Янаульцы позиционируют себя в большей части как представители северной части, северной ворот Республики Башкортостан, потому что так исторически сложилось, что железная дорога разделила город на 2 части, на северную и южную. И она же как бы создала на сегодняшний день некую проблему, препятствие для того, чтобы перемещаться. Вот. Этот проект синхронизирован с проектом реконструкции пешеходного моста между северной и южной частью города. Проект был разработан Горьковской железной дорогой, АО РЖД, и в текущем году начинает свою реализацию. Завершение проекта строительства моста у нас 2021 год. И когда мы будем завершать уже вот этот проект, который у нас также в 2021 году, мы его завершать будем совместно вот с совсем благоустройством, которое будет на привокзальных территориях. С РЖД договоренности есть? Они... Сегодня я созвонился, Ради Фаридович, вот 55 миллионов по этому мосту они в этом году осваивают. Вот завтра у них первые совещания заказчика и подрядчика. Все, то есть и начинаем уже, да, уже все.
расскажите, вот здесь на Елочной площади что будет? На Елочной Вот она, да, получается? Да, у нас возникает, значит, помимо того, что сцена с постоянными сиденьями для посетителей. Как амфитеатр. Да, здесь очень много будет озеленения, вот подпорные стены сейчас возводятся. Будет смотровая площадка почти в этаж, как бы здесь вот, да, можно будет подниматься и наблюдать все, что происходит на этой площади. Здесь же будет сухой фонтан, кафе. А сухой фонтан имеется в виду вот Да. без чаши, да? А где он будет? Он будет вот в этой части, вот здесь. Ну, вот дети по нему бегают. Вот здесь, Умеете, вот здесь. сможете сделать? Нет его? Там сложная конструкция вообще. Да, договора заключены. А вот, ну, да, есть. кто уже делал, да. Кто делал, да? Да. А так, получается, зимой здесь елка, а летом вот амфитеатр, какие-то активности будут, да? Прогулочная зона. А туалет здесь планируется? Да, общественный туалет здесь также в рамках проекта. А вот какие-то кафешки, рестораны, это здесь рядом Кафе есть? будет. Прямо здесь на Здесь Елочной будет, да? площади. Здорово. Одно кафе там и здесь. А есть предприниматель, который вот это берется? Заинтересованных очень много, Радик Фаритович. вот так вот, да? Все уже ждут, потому что понимают, что... Что точно здесь люди будут, да, конечно. Будет такое оживленное. Местом притяжения. Вы когда планируете закончить ее? По сроку у нас 1 декабря, но я думаю, числа 20 ноября, наверное. Ну да, конечно. До снега-то надо уж... Там елку надо будет ставить. Да, елку ставить. Все обсудили, деньги есть, желание есть, люди согласны. Почему нет? Некоторые сложности, конечно, дальше уже, наверное, политического характера возникнут, потому что вот два вот этих дома, вдоль которых там первые этажи магазинами заняты, сейчас их надо закрывать и демонтаж надо начинать. Да? Общий будет там подъем общий. До этого был отдельный подъем каждого. Ну просто с ними разговаривать, предоставлять им что-то другое, да, конечно. Ну, мне очень нравится. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Радик Валерьевич, я извиняюсь, от имени всех жителей, от имени нашего города хочется сказать слова благодарности за то, что вот, мы с вашей помощью, с помощью Сараповой Ольга Владимировна. Это ей говорить спасибо, это не мне. Выиграли вот этот на их проект, и за этот проект мы уже в город имеем более 140 миллионов денег. Да, это очень здорово. Я сам за вас рад. Мы еще подали, знаете сколько? 11 еще городов подали. Мы 8 выиграли, еще 11 подали. Вот если еще так хорошо выиграем, ну, вот это вот когда бы вы порядок привели? Вот сейчас здесь, Радик Фаритович, 3500 кубометров грунта только завезли они уже. Я говорю, вот зато будет такое шикарное место, где погулять. Ну, будем помогать вам дальше. Вот эту часть мы использовали только в основном зимой. А сейчас мы будем использовать его, то есть жители будут использовать его круглый год. И не стыдно железнодорожный вокзал. Все-таки тут много людей проезжает, да? Да. Спасибо. До свидания. Удачи вам. Спасибо. Радик Фаритович, благоустраиваем наши города и села. Да, вот то, что в рамках вот победителей конкурса я заехал посмотреть 25 октября я вот с нетерпением это жду. 10 октября мы примем Ишимбайскую площадь, а 25 октября мы примем Бирскую площадь. Это все вот в рамках городов-победителей на конкурсе. Первый этап был. Это первый, самый, потом 5, и сейчас вот ждем 11. Но мы заявки, как эксперты говорят, сделали такие сильные. Очень надеюсь, что и там у нас будет неплохо. А проект сам вам понравился? Очень нравится. Я его видел много раз, вот хотел воочию посмотреть, как говорится. Следующий объект рабочей поездки Ради Хабирова по Янаульскому району – микрорайон Южный. Его начали застраивать еще в 2005 году, но проблем до сих пор хватает. Глава региона на встрече с местными жителями. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Очень рада вас приветствовать. Да, спасибо. В нашем микрорайоне. Мы сегодня собрались как бы маленьким количеством жителей. Мы очень сильно вас ждали в прошлый раз. Мы очень рады, что вы к нам приехали, посетили своим вниманием. У нас как бы земельные участки начали выдаваться еще в 2006 году.
70% нашей территории вот этого микрорайона Южного уже застроено. И самая главная проблема, которая у нас есть на сегодняшний день, это газификация нашего микрорайона. С помощью администрации, вот мы провели в прошлом году с помощью администрации района, городского поселения, отсыпку дорог. Также есть централизованная вода, уже все люди подключились к централизованной воде. Вот единственный наш вопрос: помогите, пожалуйста, с газом. Мы Вот, 10 лет пишем. А вот эти дома уже, они электричеством отапливаются, получается? Все дома абсолютно отапливаются электричеством и углем. Дорого, конечно, электричество дорого. У нас в этом году как бы нехорошие ситуации были. 3 пожара было. Вот в связи с тем, что углем отапливается, и вот возникли пожарные ситуации, как бы, нам бы хотелось, чтобы наш микрорайон все-таки зазвучал голубым топливом. А вот сколько здесь в микрорайоне живет? Сколько На сегодняшний день около 200 домов уже живет. А всего? А всего 500, нет, 280 где-то. 281 Да, да. жилищный участок. Еще 2 новые улицы у Распределен. нас появились. И здесь многодетный, Ради Фарич, плюс еще дети-инвалиды мы льготным категориям представляли жилище. А проектирование делали, нет, на газ? Пока, к сожалению, и проекта нет. У нас в 2015 году выделялись средства госкомитетом, и средства, которые недобросовестный подрядчик экспертизу не провел, и потом 3 года возвращали деньги, и в этот период в РАИП никто не мог включить. Смотрите, я, вот, чтобы долго вас и не мучить тоже, я вот вам твердо обещаю, что 2021 год мы отпроектируем. Если ситуация не будет ухудшаться, вот мы сразу говорю, 2021 год для республики, для нас всех будет очень сложный по деньгам. Но на проектирование я уже сейчас найду, пока проведем все это, деньги выделим в 2021 проект. 2021 год проект, а 2022 год строительство. Но беру себе 1 год, знаете, чтобы вы твердо тоже запас, 23. Но дальше 23 точно нет. То есть самую крайнюю точку, которую я вам обозначаю, 23 год, в идеале 22. Давайте вот так договоримся. Вот прям я это оформлю своим поручением сегодня, всем сегодня раздам. Вы, вот глава пусть вас контролирует, он слышит меня, да? Поэтому вот я все команды дал. Дальше ваша задача, чтобы где-то там не потерялся. Хорошо, деньги на проектирование найдем, тут небольшая сумма. Ну а дальше уже потихонечку, когда построитесь, и мы туда потом, пока отсыпали хорошо, потом и с асфальтом пройдем, и совсем пройдем. Но это уже Хотелось так, бы, конечно. попозже. Мне вообще, вот я не знаю, я вот сегодня приехал, я всегда нравился Янаул, и сейчас как аккуратно, красиво живете. Мы рады вас. Не богато, может быть, но прям вот видно, что с У нас любовью к трудолюбивые городу. люди. Да. Здесь по программе ППМИ, вот они отработали спортивную площадку, сами заработали. Здесь дружные они живут, вот жильцы здесь, молодежи много, среднего возраста много, они друг за друга держатся всегда. Ну, вот так вот. И относительно быстро построились. Дай бог, хорошие, красивые дома. Мы же тоже радуемся, когда вы строитесь. Спасибо большое. Спасибо. А можно фотографию? Да, давай. Спасибо. Живите хорошо. Спасибо. Всего доброго. Обо всем договорились. Ладно? До свидания. Альфич, вы очень много внимания уделяете общению с жителями и жалобам. Я, как начальник управления, это говорю, сколько нам достается, когда что-то не только так. Я считаю, что вот то, что мы коронавирус сидели в кабинетах, но и не могли с людьми общаться, очень много потеряли на самом деле. С людьми надо разговаривать. Я всегда говорю, главным говорю, надо с людьми разговаривать. Нет разговора с людьми, ничего хорошего не будет. Спасибо.